обстоятельства уголовного дела сами, будут следить за всеми новостями и сделают свои собственные выводы. Именно для этого мы, изучая такого рода дела, и стараемся вынести, насколько возможно, объективное заключение о том, какой характер имеет это преследование. Мы даже не говорим, справедливо говорилось о выдающихся достоинствах этих людей, но мы даже не говорим об этом. Мы говорим в первую очередь о том, что они стали жертвой незаконного, политически мотивированного преследования. Я вот в фильме как раз говорил о том, почему мы так считаем. Вкратце повторяясь, и то, что рассказывал Олег Петрович, и то, что рассказывал Калой Хильков, сильно упрощает мою задачу тоже. Речь идет о том, что им вменяют организацию насилия в отношении сотрудников полиции на основании того, что в результате нападения Росгвардии и полиции на мирное собрание, которое никаких поводов для этого не давало, никоим образом не мешало жизнедеятельности других людей, движению транспорта и чему-то еще. И такое нападение, силовой разгон мирной акции прямо противоречит Европейской конвенции в ее понимании Европейским судом, то есть это было заведомо незаконное действие, повлекло какие-то последствия, в том числе для сотрудников полиции. Каким образом это можно поставить в вину тем людям, которые находились там и были, вероятно, самыми влиятельными из собравшихся? Это же не они придумали разогнать этот митинг. То есть с самого начала эта конструкция порочна. Но она порочна еще и потому, что эти люди, которых вменяют организацию насилия в отношении сотрудников полиции, они не призывали даже в этих условиях агрессии со стороны сотрудников полиции к тому, чтобы встречное насилие осуществлять. Наоборот, они призывали, как я говорил, да, это задокументировано, к тому, чтобы не вступать в силовое противодействие, не проливать кровь, не применять насилие, уйти. И фактически им вменяют эти обвинения только на основании того, что им это не удалось в полной мере. И второе обвинение в создании троим, а остальным в участии в экстремистском сообществе, это обвинение в том, что люди собрались для обсуждения общественных вопросов и участия в общественной жизни своей республики, якобы заранее планируя вот это вот насилие в отношении полицейских. Вот за год они запланировали, что будет митинг, и тут они, значит, когда полицейские нападут, устроят насилие. Да? Ну это же абсурдная совершенно конструкция. А также иные призывы, связанные с участием в общественной жизни, к реализации конституционных прав жителей Ингушетии, на осуществление власти народа, на участие в управлении государством, на реализацию права на свободу собрания. Все это называется призывами к экстремистской деятельности, которые были запланированы этими людьми, когда они создавали или вступали в некое неоформленное сообщество, которое называется экстремистским, без всяких оснований. Это все явным образом противоречит и духу, и букве российского закона, международных обязательств России, а в то же время все это направлено на подавление, непосредственно связано с реализацией этими людьми и другими гражданами Ингушетии их конституционных прав, и кроме того политически мотивировано, очевидно. Мы видим, что хотя преследованию подверглись десятки людей, почти 50, большей части из них власти не решаются назначать суровые наказания, и это хорошо, потому что они боятся этим массовым жестоким наказанием добиться противоположного эффекта, еще большего возмущения населения. Поэтому они выделили тех людей, которые им кажутся ключевыми, которые им кажутся, но и на самом деле являются лидерами протеста, но мирного и правомерного протеста, лидерами общественной жизни Ингушетии, и их по совершенно нелепым обвинениям преследуют для того, чтобы подавить это самое общественное движение. И это очевидное проявление политического мотива. Все в совокупности дает нам основание говорить, что они политзаключенные, и, насколько мы можем, широко распространять эту информацию и в России, и за рубежом. Но, конечно, одних наших усилий недостаточно, и я тоже хотел присоединиться к высказанной благодарности Хаве Хазбиевым и ее товарищам по вот этой вот деятельности по привлечению общественного внимания. Это очень важная и нужная деятельность, и вот только я наблюдаю за ней уже много месяцев. Спасибо вам. Спасибо большое.